В соревнованиях принимают участие следующие команды. Акерская центральная районная больница Кайбулинского района. Аскарская центральная районная больница. По программе «Спартакиады» ее участники, а это свыше 200 работников медицины, померились силами в таких дисциплинах, как подтягивание, бросок мяча в корзину, отжимание и дартс. На открытии спортивного праздника на Сибайской земле гостей приветствовал заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам Ильгиз Хайруллин и главный врач Центральной городской больницы Азамат Ахмадуллин. Они отметили, что само участие в столь большом ответственном мероприятии – это уже успех, показатель активности представителей одной из самых гуманных профессий – медиков, собственным примером пропагандирующих здоровый образ жизни. И сами эскулапы утверждают, что движение – это жизнь. Действительно, у тех, кто занимается физкультурой и спортом, улучшается состояние здоровья, и работники здравоохранения это прекрасно понимают. В этом мероприятии участвуем уже 7-го года. Ну, как вы знаете, мы, медицинские работники, показывать должны пример здорового образа жизни, поэтому у нас в коллективе большинство занимается разными видами спортами. У нас в районе наш коллектив занимает призовые места практически во всех соревнованиях, которые проводит администрация района. Поэтому и сегодня мы приехали с надеждой, что мы попадем в призеры. После торжественного открытия и ознакомления судейской коллегии с порядком проведения спартакиады в детско-юношеской спортивной школе начались соревнования по видам испытаний и нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кстати, это первое подобное мероприятие среди работников здравоохранения республики. Несмотря на то, что ГТО требует специальной подготовки, медики без труда справились с испытаниями. Мы постоянно участвуем в соревнованиях как городского плана, как внутренние соревнования у нас постоянно проводятся среди отделений больницы. Участвуем на республике, да, всевозможных соревнованиях, в том числе и спартакиады. В Сибай мы приехали уже не первый раз. В соревнованиях мы участвуем далеко не первый год, и наши спортсмены, многие отличаются высокими результатами. В этом году у нас принимают врачи участие, фельдшера и также один водитель. Мероприятие примечательно еще и тем, что в нем приняли участие столичные врачи. Команду Республиканской клинической больницы имени Куватова возглавлял главный врач, депутат Федерального собрания Курултай Республики, наш земляк Ринат Нагаев. Кстати, именно он стоит у истоков спартакиады. 13 лет назад, будучи главным врачом Центральной городской больницы Сибая, Ринат Евдатович организовал данное спортивное мероприятие. Постепенно к нему подключилось все Зауралье. Огромное спасибо за приглашение участия в 13-й спартакиаде медицинских работников Зауралья, потому что это мероприятие стало ежегодным трендом. Ближе к лету мы, медицинские работники, в преддверии дня нашего профессионального праздника собираемся и таким спортивных мероприятий сплачиваем свои коллективы. Поэтому мы ежегодно своим коллективом, даже без раздумий, когда поступило приглашение, приехали. И вот сегодня участвуем, кстати, впервые по программе это сдача комплекса ГТО. Поэтому сегодня надеемся, что все обойдется без травм, и я думаю, что такие мероприятия, они больше сплотят наши коллективы. Нужно отметить, что игра получилась интересной, веселой и живая. Все коллективы сильные и собранные. Но игра есть игра. Из 13 команд надо выбрать сильнейших. В упорной борьбе призовые места получили. Белоречане – 3-е место. 2-е место заняла команда Республиканской клинической больницы. Ну а на первую ступеньку спортивного пьедестала взошла команда Центральной больницы города Сибай. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуллин, телекомпания СТВ.